29 июня в Ингушетии стартует бизнес-сессия для региона СКФО «Инвестируя в Кавказ». В ней будут участвовать чиновники, представители регионального бизнеса, органов исполнительной власти и муниципалитетов, а также активная молодежь. Подробно о том, что из себя представляет бизнес-сессия, мы поговорим с министром экономического развития Ингушетии Умалатом Таршхоевым. Здравствуйте. День добрый. Так о чем будут говорить участники бизнес-сессии «Инвестируя в Кавказ»? У нас в первую очередь необходимо сказать, кто приезжает. Это приезжают федеральные структуры, федеральные институты развития бизнеса. То есть это в первую очередь руководство таких структур, как Министерство по развитию Северного Кавказа, руководство корпорации развития Северного Кавказа, корпорации развития малого и среднего бизнеса, курорты Северного Кавказа. То есть это те структуры, которые помогают развитию бизнеса на территории республики. И мы в первую очередь расскажем, что сделано нами за прошедший год, за последнее время. Это первое, например, завод АТМ по производству алюминиевых радиаторов. Он построен с помощью Федерального фонда развития промышленности. Фонд развития промышленности выделил кредит в размере 500 миллионов рублей, и частный инвестор свои тоже привлек порядка 338 миллионов. То есть в общей сложности 838 миллионов, построен хороший завод, качественная продукция, также с помощью федеральной структуры. Например, это структура по развитию малого и среднего предпринимательства, МСП. С помощью этой структуры мы сейчас привлекли средства для компании «Строймаркет». Они реализовывают проект тоже вот на федеральной трассе, большой торгово-развлекательный комплекс. То есть корпорация развития МСП предоставила гарантии, и за счет этих гарантий данной компании удалось получить кредит в банке. Также по этому механизму мы сейчас финансируем проект «РИАК». Это проект по производству алюминиевых профилей. Здесь задействовано сразу несколько механизмов. И корпорация развития МСП подключилась, выделили гарантию для получения банковского кредита. В то же время Министерство по делам Северного Кавказа помогла выделить кредит. То есть это федеральные средства, тоже там немаленькая сумма. Также по этой программе Министерство по делам Северного Кавказа поддержали проект по производству мяса индейки, это в сельском поселении Южный. То есть мы будем рассказывать о том, что мы сделали, каким образом мы смогли привлечь эти средства. Это именно, опять же повторюсь, такие механизмы, с помощью которых мы можем совместно с федеральными структурами привлекать средства для реализации инвестиционных проектов на территории региона. Далее они расскажут, какие еще возможности открываются, как правильно работать с банками. То есть они со своей стороны подскажут нам, где мы еще можем принять участие. Мы, в свою очередь, отчитаемся, что мы сделали до сегодняшнего момента и что мы реализовываем на территории республики. А в рамках бизнес-сессии планируется налаживание соглашения между предпринимателями? Соглашение не планируется подписывать, нет. Здесь будут и бизнес, представители бизнес-сообщества, и банки. То есть сегодня в любом случае во всей России и в других субъектах Российской Федерации, и также и в Республике Ингушетия, основной проблемой в бизнесе это доступ к кредитным ресурсам, то есть ограниченный доступ к кредитным ресурсам. Здесь мы будем обсуждать вопросы, как снизить, то есть как улучшить доступ, да, как облегчить доступ к кредитным ресурсам. Это очень важный вопрос именно для активизации бизнеса, для развития бизнеса, увеличения темпов роста бизнеса. И вот эти вопросы будут обсуждаться. Там же пригласили мы и банки, наши местные банки. С ними будем обсуждать, каким образом можем привлекать их средства, то есть, чтобы они более охотнее как-то выдавали кредиты. Мы привлекаем и региональные институты развития бизнеса, это, например, наш региональный фонд поддержки предпринимательства. Также на некоторые объекты мы смогли привлечь их гарантии, то есть под гарантии регионального фонда привлекли
кредитные средства, например, нашего Сбербанка и нашего Россельхозбанка. То есть мы работаем, и здесь будем это обсуждать, как более активно работать в этом направлении. В официальном релизе указано, что цель бизнес-сессии – повысить информированность регионального бизнеса о механизмах софинансирования инвестиционных проектов через государственные программы. То есть вы считаете, что местные бизнесмены, они мало информированы об этом? Не только они и информировать будут. В то же время, опять же говорю, там большая часть будет уделена отчету нашему о проделанной работе. То есть программа социально-экономического развития Северного Кавказа, и в этой программе есть подпрограмма развития Республики Ингушетия, соцэконом-развития, подпрограмма. По этой подпрограмме в текущем году финансируются два проекта, о которых я сейчас говорил. Это птицекомплекс Южный и РИАК. Финансирование из федерального бюджета. То есть здесь, если раньше были механизмы только, к примеру, финансирования из федерального бюджета или финансирования из республиканского бюджета, сейчас таких механизмов уже нет. Сейчас есть с помощью, к примеру, федеральных средств максимальное привлечение банковских кредитов либо частных инвестиций. Вот эти два проекта, они именно по этому варианту финансируются. И здесь это первый раз вышла такая программа. Она пробная, все зависит от того, как она будет реализована, поэтому большое внимание уделяется этой программе. Будем обсуждать эту программу. Мы очень хорошо справились с нашим заданием. Ингушетия одна из, не то что одна, мы первые, кто профинансировал, то есть получил все, отработали правильно все документы и вовремя перечислили средства инвесторам. И они уже начали... То есть нам есть о чем рассказать. Да. Они уже начали реализовывать эти проекты. Спасибо. Я желаю вам удачи. Спасибо. И напомню, что у нас в гостях был министр экономического развития Ингушетии Умалат Ташхоев.